Село Владимировка, которое расположено в 20 километрах от города Якутска, отметило свое 120-летие. Население немногочисленно, там проживает порядка 200 человек, и все они страдают от отсутствия должной инфраструктуры и социальных объектов. С селянами встретилась и узнала их проблемы наш корреспондент Елизавета Васильева. Село Владимировка, пригород Якутска. Население 170 человек. Летом за счет дачников число жителей увеличивается до 250. При этом в селе нет ни магазина, ни аптеки. Отсутствует даже медпункт, уличное освещение, а тем более нет мобильного интернета. У нас как таковых социальных объектов сейчас нет. Вот года 2 назад у нас закрылся магазин, который у нас был отдушиной, куда люди ходили, туда привозили нам почту с Табаги, потому что почта у нас находится в Табаге, так же как и аптека, школа, детский сад и больница. У нас в селе нету даже ни фельдшера. Так бывает случаи, что заболевают дети. Ночью надо вызывать скорую, мы ее ждем по 2-3 часа. У нас очень много пожилых, которые тоже болеют. Людям приходится ездить элементарно за хлебом, за спичками, за солью, за сахаром в город или в Табагу. Но не каждый же может. Живем, как говорится, существуем. Летом воды у нас нету, закупаем воду для полива. Мы хотели бы, чтобы аптеку нам какую-то тут. Надеемся, что магазин на будущий год откроется. Единственный продуктовый магазин закрыли 2 года назад. Причина – банкротство предпринимателя. Магазин был продан, и теперь помещение пустует. Новый хозяин не спешит возобновлять торговлю. Предпринимателям просто невыгодно содержать здесь торговую точку. И чтобы хоть как-то обеспечить население необходимыми продуктами, с мая была организована выездная мобильная торговля. 1 октября у нас прошел аукцион в селе Хатасы, в администрации Хатасы. И там это место разыграли, и выиграла предприниматель индивидуальный, который в ближайшее время там организует точку торговую. Сейчас они пока организационные вопросы порешают. Где-то, наверное, найти надо помещение, где-то сам этот объект или построить, установить. Что касается освещения, то в поселке есть лишь несколько фонарей вдоль трассы Якутск-Табага и еще несколько на этой же стороне села. Другая часть, большую часть года, живет в потемках. И пожелания в письменном виде изложили в окружную администрацию, непосредственно департамент жилищно-коммунального хозяйства, о том, что именно в селе Владимировка, улица Сиелях, Березовая роща, Центральная и Покровский тракт необходимо провести уличное освещение. На сегодняшний день мы этот вопрос также отрабатываем. Но главная проблема Владимировки – отсутствие работы. Свиноферма, пилорама, телятник – все это здесь было, но осталось в прошлом. Сейчас же рабочее население села, как и школьники, ездят в Табагу или в Якутск. Несмотря на множество проблем, жители в этом году сплотились и выбрали актив села. Начали работать над благоустройством, проводят субботники, сажают деревья, убирают мусор. Скоро у детишек будет и своя детская площадка. Также свои надежды на возрождение села владимировцы связывают с развитием туризма. Недавно над поселком построили арт-объект «Священный табун мифических лошадей». А также в планах администрации села Хатас, к которому относится и Владимировка, строительство горнолыжной базы. Елизавета Васильева, Джулс Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск.